Доброе утро, дорогая республика! Мы приветствуем вновь всех наших любимых телезрителей, и это «Утро Якутии». И вновь встречаем это прекраснейшее утро. С вами мы, Дарья Анкехова и Павел Танин. Ну и, Паш, передаю тебе слово. Расскажи, что же ждет нас сегодня в течение ближайшего часа. То же, что и каждый день. Вот абсолютно. Абсолютно. А что именно? Интересное, познавательное и, конечно же, просто что-то, что поможет вам проснуться, зарядиться энергией и этот день сегодняшний плодотворно, продуктивно провести и все свои дела, которые вы наметили, обязательно выполнить. Ну, у нас будет множество рубрик, у нас будет в том числе разговор о том, как сегодня женщины справляются, справляются уже громко сказано, да, очень хорошо работают, казалось бы, не женских профессиях. У нас будут интересные гости, опять их будет целый вагон и тележка, и поэтому разговоры будут разнообразные и самое главное, много полезной информации из этого получим. Ну и, конечно же, просто все это в хорошем настроении, в хорошем темпоритме мы будем, как и каждое утро, делать. Ну, а как обычно, всю неделю мы о чем еще говорим в самом начале передачи, о приятной новости для вас всех, потому что мы продолжаем дарить подарки по поводу предстоящих 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Каждый день у вас есть возможность стать обладателем брендированного или шопера, или термокружки. И напомним вообще, что 8-е международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут на своей исторической родине в Якутске с 25 июня по 7 июля этого года. Ну а вопрос нашей утренней викторины звучит так. Назовите общее количество участников за все время проведения игр «Дети Азии». Общее количество участников за все время. Напоминаем, что впереди у нас 8-е, соответственно, игр «Дети Азии» было всего 7. Вот, то есть за все 7 игр сколько участников принимало участие. Вопрос, в принципе, несложный, информация доступна, поэтому дерзайте. Самое главное – это сделать первыми. И ответ ваш нужно отправить на наш телеграм-канал, который вы видите прямо сейчас на экране. Быстренько сканируем, подписываемся и отвечаем на наш утренний вопрос. А если вы не любите сканировать, можете просто зайти в Телеграм, написать «Утро Якутии» слитно, и тоже вот найдете наш канал, подпишитесь, потому что подписчикам быть нужно, подписчикам быть важно, подписчикам нашего канала быть почетно в конце концов. Вот. Ну и что, вопрос мы задали, общее количество участников. Понятно, что никто не бросит вас там до последней цифры прям. Ну, какое-то вот плюс-минус прям рядышком число назвать можно, возможно, даже округленное. Ну а подарки у нас непростые, подарки у нас с символикой предстоящих игр «Дети Азии», поэтому я думаю, такой подарок будет приятен как взрослым, так и детям, потому что действительно это памятный подарок, который останется на долгие годы и будет передаваться из поколения в поколение как такой исторический артефакт. В какой-то степени даже инвестиция, потому что многие исторические вещи потом через многие годы можно коллекционерам различным за достаточно неплохие денежки вручить, но все-таки как память оно дороже. Дороже. Ну и теперь давайте узнаем, какая же погода у нас сейчас за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра находилась на отметке минус 17 градусов. В заречной группе 8-18 ниже 0. В южных районах 2-4 градуса со знаком минус. В Вилюйской группе до минус 20 градусов мороза, в Нижнеленских 25 ниже 0. В западных 13-25 со знаком минус, в Колыме-Дигирской группе улусов 0 градусов. В Янских до минус 41. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 14 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем умеренный снег. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 7 градусов. Казалось бы, весна во всей красе наступает, тем не менее она сулит некоторые и опасности. Вот, например, минувшим днем на трассе Колыма в результате ухудшения погодной обстановки сошла лавина, образовалась пробка из большегрузных и легковых автомобилей на участке Черный Прижим. В то время как завал начали расчищать, на спецтехнику сошла еще одна лавина. На этот раз под снежной массой оказался человек. К счастью, дорожники с помощью водителей и дальнобойщиков смогли вызволить пострадавшего и отправить его в ближайшую больницу. Кадры снежной стихии и операцию по спасению отправили наши коллеги, оказавшиеся на месте происшествия по пути из командировки. Обстановка на трассе в ночь сложная. Когда откроется дорога, пока неизвестно, погодные условия ухудшаются. По прогнозу обещают, что снежные осадки продолжатся в течение 3 дней.
Такая не очень приятная утренняя новость, но, слава богу, все обошлось без жертв. Ну а мы сейчас передаем слово коллегам из новостного отдела и узнаем, какие же еще новости произошли на территории нашей республики и за ее пределами. Доброе утро. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Минпросвещение предложило увеличить до 10 тысяч рублей ежемесячную доплату классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах в населенных пунктах численностью до 100 тысяч человек. Сейчас доплата за классное руководство составляет 5 тысяч рублей. Ежемесячную доплату в размере 5 тысяч рублей за классное руководство ввели во всех российских школах с 1 сентября 2020 года. Регионы получают средства на выплаты из федерального бюджета. Более 300 научных работ школьников вышло в финал третьих открытых межрегиональных юношеских чтений имени Сергея Павловича Королева. Мероприятие посвящено году семьи и году детства, а также знаменательной дате 90-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина. Работа ведется по 8 различным направлениям, одним из которых является секция «Космо-юниоры». В ней было представлено 29 исследовательских работ дошкольников и учеников с 1 по 4 классы, которые связаны с космическими исследованиями, историей космонавтики и ракетостроения. Особенность этого года в том, что вот впервые у нас в связи с годом семьи у нас на площадке будут работать дошкольники. Вот. Дети из детского садика, и их будут также оценивать эксперты. В процессе подготовки они как раз вот получают массу новых знаний, плюс умение выступить. Также в процессе вот вопросов и ответов экспертам, естественно, они приобретают очень такой полезный, необходимый опыт. Ну и, конечно же, в более старших возрастных группах, конечно, есть очень такие серьезные работы исследовательского характера. И их оценивают также достаточно именитые эксперты. В Центре подготовки юноармейцев Дом юнармии прошла встреча с летчиком-космонавтом России Андреем Борисенко в рамках третьих межрегиональных юношеских научных чтений. Участие в ней приняли около 50 человек. На мероприятии участников была возможность задать вопросы напрямую о космосе, а также взять автограф у космонавта. Всероссийское движение «Юнармия» принимает участие в подобном форуме впервые, но только в следующем году у них будет возможность принять участие в чтениях со своими личными проектами. Все очень готовились к этой встрече, и ребята задают такие интересные вопросы нашему гостю. И, как вы видите, проходит очень хороший диалог с нашими ребятами. Хочу сказать, что вот такие встречи вдохновляют ребят заниматься наукой, физикой, и ребята уже будут заявляться на следующих юношеских научных чтениях имени Королева. С прошлого года в Татинском районе проводятся консультации для старшеклассников. Если в прошлом году учащиеся прошли интенсивный курс по математике, физике и русскому языку, а также обществознанию у преподавателей Северо-Восточного федерального университета, то нынче ученики в течение 4 дней усвоят новые знания по математике, физике и информатике. Консультации посещают все желающие старшеклассники из школ района. Отрадно, что приехали молодые преподаватели, с которыми ученики тут же нашли общий язык. Пытаемся именно найти золотую середину, чтобы было понятно как и на стандартном уровне, так и на повышенном уровне, который дети находятся, чтобы могли взять пользу от уроков. Урок у меня начался, сегодня первый урок был. Задачу, которую я начал объяснять, видимо, они уже знали, и они сидели, им неинтересно было. Я сразу это понял, видимо, что у них получается, они это решают, умеют решать, для них это легко. А сейчас, когда мы уже сложные задачи по программированию начали проходить, они прямо видно, что им интересно, как решить, подобрать то или иное решение. Мероприятие первого республиканского мультифестиваля САС «Весна». Конкурсы, ярмарки, соревнования проходят в столице и районах республики до 31 марта. Так, на острове Арбеск в Кабельском районе 30 марта состоятся соревнования по зимней подледной рыбалке «Мормышка». Каждый желающий может принять участие в состязаниях по скоростному бурению лунки и ловле рыбы. Будет определена команда с самым крупным уловом. Также объявят лучшего бурильщика и самую креативную команду. Кроме того, посетителей ждут гастрофестиваль «Вкус Якутии»,
Якутии, гастротеатр в туркомплексе «Ортодайду», фестиваль-ярмарка местных товаропроизводителей «Весеннее изобилие» на Малом базаре, ярмарка ювелирных изделий и мастеров «Весенняя оттепель» по ювелирным магазинам Якутска. Кафедра начального и инклюзивного образования Института развития образования и повышения квалификации имени Семена Николаевича Донского II с 26 по 29 марта 2024 года проводит республиканский форум «Психология в образовании. Современный вектор развития». Форум направлен на обсуждение проблем развития и обновления психологического сопровождения субъектов и процесса образования в целом, а также выявление, тиражирование лучших практик педагогов-психологов и укрепление профессиональных контактов психологов, конечно же, работающих в образовательных организациях республики. И у нас сегодня гость из Санкт-Петербурга, кандидат психологических наук, практикующий психолог Ирина Брагина. Ирина Вячеславовна, доброе утро. Доброе утро. Ну, первый вопрос, да, раз мы говорим о психологии в образовательных учреждениях, и опять же, кафедра начального и инклюзивного образования, в чем заключается сегодня роль психолога вот в школах? Конечно, я сейчас отвечу. Позвольте сначала поблагодарить администрацию Института развития и повышения квалификации имени Донского II за приглашение участвовать в форуме и общаться с коллегами. А сейчас вот я хочу сказать, да, о том, что я вижу роль психолога как хранителя целостности личности ребенка. Ведь каждый педагог, он видит только частичку ребенка со стороны изучения своего предмета. Родители тоже не в курсе иногда, что происходит в школе с ребенком. А психолог обладает компетенциями изучать и личностные, и интеллектуальные, и социальные, и психофизиологические особенности ребенка, и таким образом создавать целостную картину его развития, и затем ее уже с ней делиться с педагогами, с родителями и выстраивать оптимальный маршрут образовательный для ребенка. То есть психолог способствует установлению контакта ребенка со средой с образовательной. Вот мне кажется, это очень важно. Это очень важно. Ну, допустим, если вспомнить наше детство, да, Паша, роль психолога в образовательном процессе, да, и вообще в школе была не столь важна, как сегодня в современном мире. Да? Мне кажется, сегодня представить школу без психолога практически невозможно. Да? Если вспомнить нашу школу, то там и психолог-то не всегда был вообще. Да? Да, я согласна. Да. Чем же полезен психолог конкретно для родителей? Родителям психолог как раз может подсказать и дать конкретные обоснованные рекомендации для создания образовательной среды для ребенка, ведь она шире, чем школа, потому что у ребенка проявляются интересы, способности, они могут выходить за рамки школьных предметов. И в то же время нагрузка высокая в школе, тоже ее важно балансировать и уделять время и восстановлению сил, поэтому важно, чтобы психолог был в контакте с родителями для того, чтобы помогать им выстраивать эту образовательную среду для ребенка, чтобы он развивался и его развитие было благополучным. Ну, вот в части как бы вот этой, что выстраивание, опять же, образовательного пространства и так далее, в контакте с психологом, чем родители могут помочь своему ребенку-школьнику. Ну, понятно, что там, мы можем опустить какие-то прям уже очевидные вещи, но в целом. Ну да, очевидной вещью является, конечно, то, что роль родителей заключается в том, чтобы любить ребенка, поддерживать его независимо от того, как он учится. И в целом родителям важно прислушиваться к ребенку, к его интересам, не транслировать на него свои ожидания и свои предпочтения в выборе предметов или профиля обучения. Важно быть в контакте, вот в диалоге с ребенком, наблюдать за его вовлеченностью в образование. Ведь если у ребенка есть интерес к какому-то предмету, важно его развивать. Если он не понимает, значит, нужно разбираться в причинах этого. И как раз уметь разделять эти состояния «мне неинтересно» или «я не понимаю». Это очень важно, потому что если мы их
перепутаем, то получаются школьные проблемы, когда ребенок думает, что ему неинтересно, а на самом деле он Не не получается. понимает предмет. Да. А следующий вопрос тоже немаловажен. Мы говорим про все-таки начальную школу, да, сегодня. И опять же, если раньше считалось, что первоклашка готов в школе, если он умеет читать и писать, то сегодня вот с точки зрения психологии, как можно определить, что твой ребенок готов? Тут, наверное, еще больше касается момента, что вот дети, которым вот 7 лет, допустим, обычно в 7 лет первый класс, да, там зимой исполняется или позже Да. начала учебного года. Да, вопрос это непростой. В целом, рекомендация психологов звучит так, что не торопиться отдавать ребенка в школу, если есть еще запас по возрасту, потому что школа предъявляет много требований к еще не окрепшей психике, к еще недозревшей нервной системе, и важно здесь очень хорошо и взвешенно принять решение о готовности ребенка. И вы правильно отметили, что это не только навыки чтения и письма, хотя они тоже важны. И если этого нет, то о чем тогда говорить? Но если мы говорим про 6-летнего ребенка, а хочет ли он вообще в школу? Может быть, это желание родителей пораньше отдать его? Тоже важно учитывать. И в конце концов, главными является это физиологическая зрелость, то есть может ли он выдержать нагрузку, не нужен ли ему еще дневной сон, например. То есть интеллектуальная деятельность, учебная деятельность, она очень энергоемка. И сейчас, помимо таких типичных проверок знания письма и чтения, важно еще понимать, умеет ли ребенок быть в диалоге со взрослым, понимать речь взрослого, прислушиваться к правилам, которых очень много в школе. Вообще, умение действовать по правилу – это одно из важнейших факторов готовности. Спасибо большое, Ирина Вячеславовна, за то, что посетили наш утренний эфир. Добро пожаловать в Якутию, да, в первую очередь. Мы, конечно, надеемся, что ваш опыт, да, передастся нашим преподавателям школьных учреждений, и, соответственно, эта работа принесет такой плодотворный результат. И наши малыши, первоклассники, второклассники, да, начальная школа будут как-то, знаете, спокойнее, что ли, адаптироваться к учебному процессу, и, соответственно, хорошо учиться. Спасибо большое за Спасибо. приглашение. Мы продолжаем. За последние годы наша бытовая жизнь значительно упростилась. В этому способствует огромное количество различных бытовых приборов и техники, и мы связываем это с технологическим прогрессом прошлого века. Но, между прочим, вот, Даша, ты знала, что первую стиральную машинку запатентовали аж в 1797 году, 28 марта. Понятно, что она была механическая, сил на стирку в ней, возможно, тратили больше, чем во время стирки руками, потому что там было такое колесо, крутить его надо было. Так что сегодня можно подойти к своей стиральной машинке. Действительно. Подойти, Посмотреть поблагодарить хотя ее, бы, что да. не нужно крутить колесо, возможно, провести какое-то техническое небольшое обслуживание, почистить отсек для Фильтр порошка, хотя бы, фильтр очистить и фильтр. так далее и тому подобное. Вот в этот день, представляете, стиральная машинка появилась как понятие в принципе. Ну а какими еще событиями сегодняшний день знаменателен, давайте узнаем. На календаре 28 марта. Сегодня Международный день нутрициолога. По народному календарю Александров день. На Руси на Александра ждали прилета первых чаек. Это предвещало вешнее тепло и скорое начало ледохода. А вот если птицы сразу начинали купаться, это сулило ненастную погоду. Этот день в истории. 1709 год, 28 марта, считается днем рождения саксонского фарфора. А в 1776 году в этот день основан Басковский Большой театр. В 1797 году, 28 марта, была запатентована первая стиральная машинка. В этот день родились Ян Амос Каменский, чешский педагог, гуманист, основоположник научной педагогики. Екатерина Дашкова, русский литературный деятель, княгиня. Христоф Зигвард, немецкий философ, логик. Максим Горький, русский советский писатель, драматург. Марина Роскова, советская летчица-штурман, майор, герой Советского Союза. Александр Мита, советский, российский кинорежиссер, актер, сценарист. Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Денис, Михаил и Тимофей.
А сейчас перейдем к теме спорта. Как правило, спорт – это история про совершенство тела. Так считают многие. И действительно, большинство спортивных дисциплин предполагают огромные физические нагрузки и изнурительные тренировки до седьмого пота. Но из поля зрения обывателей зачастую выпадает еще один немаловажный, а вероятно и самый важный фактор – это сила духа. И сегодня мы расскажем вам о юных спортсменах, о их силе духа, о которой многие могут позавидовать. Речь идет о спортсменах с ограниченными возможностями здоровья. Несмотря на свои недуги, они добиваются побед на спортивных аренах страны и каждый день показывают, что нет ничего невозможного. Это на тренировках Данила Егоров отжимает 50-килограммовые штанги. На соревнованиях вес еще больше. На первенстве России недавно ему удалось справиться с 84 килограммами и завоевать бронзовую медаль. Ну, радости не было предела, что я могу сказать. Мне очень понравилось. И все мои соревнования первенства России мне очень понравились. Если первые победы на городских и республиканских соревнованиях давались относительно легко, то сейчас, чтобы стать призером в российских юношеских первенствах, приходится выкладываться по полной. Конкуренция с каждым годом сильнее, и тем ценнее завоеванные медали. Вот это самая моя гордость. Это получается, у меня были вторые первенства России, и получилось так, что я пожал 75 килограмм и получил золотую медаль. То есть стал чемпионом своей весовой категории. Тренирует юных спортсменов Юрий Ощепков. Он уже более 20 лет занимается с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Охотно идут дети друг за другом и любят этот спорт. Детьми надо тут индивидуально. Не только тренировка, но на связи быть все время. Медаль получат, у них мотивация еще больше становится. Они хотят еще выше идти. Опытный тренер помог найти свое место в жизни и Алексею Баеву, который сейчас наравне со своим старшим наставником растит юных спортсменов. С 13 лет начал заниматься, после 18 лет уже пошел как тренер, потому что поступил в Якутский педагогический колледж. И вот я к Юрию Ивановичу подошел, говорю, все, я с карьерой заканчиваю как спортсмен, готов меня как тренера. Во время соревнований, до выхода, надо им прямо так, давай, ты сможешь, поддержать надо. Вот это плюс тренера, да. Ну и, конечно, ответственность за детей. Тренеры спортсменов ведут их к победам и готовы поддержать в любой ситуации, поэтому им доверяют. Я туда пришла, в спортзал, меня сказали, иди и попробуй, Я такая, хорошо. Я пожала, и мне даже как-то понравилось. Но начало тяжело. Всю тяжесть и ответственность своих воспитанников разделяют и их педагоги. Занятие спортом вообще для каждого человека, особенно для наших детей, дает очень мощную социализацию. Да? Они находят свое место в обществе, развиваются, коммуникабельными становятся, да? Открытыми, смелыми, ну и, наверное, счастливыми, потому что они встречаются с такими энтузиастами, как Юрий Иванович, да? Находят свое место в жизни, с другими людьми общаются. То, что они участвуют на всероссийских, республиканских соревнованиях, это дает тоже очень много для развития. А спорт не только развивает, но и укрепляет здоровье, что немаловажно для этих ребят. У меня выносливость стала гораздо лучше, дышать стало гораздо проще. Да и после того, как я начал заниматься спортом, я ощущаю некую легкость после тренировок. Эти пока еще юные, но уже очень сильные духом спортсмены, благодаря вере своих наставников, каждый день доказывают, что нет ничего невозможного. И справиться можно с любыми преградами, достичь успеха, несмотря ни на что. Туяра Филиппова, Илья Сыромятников, Якутск. Вот как только что мы увидели, за успехами всех спортсменов стоят, конечно же, их тренеры. Вообще, наши наставники, преподаватели – это те люди, которые во многом влияют на наше будущее. И сегодня в рубрике «Моя профессия» расскажем о тонкостях работы преподавателя университета.
Меня зовут Самсонова Марианна Валентиновна. Я работаю преподавателем Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амусова на кафедре французской филологии преподавателем. Я после окончания Сунтарской средней школы номер 1 поступила на французское отделение факультета иностранных языков Якутского государственного университета в 1993 году. Училась с удовольствием большим, стажировалась. В те годы как раз открылся железный занавес, нас активно отправляли, в том числе прошла стажировку в Институте переводчиков в Страсбурге при Совете Европы. Эта стажировка мне очень много дала. И тогда наша кафедра оставила своих отличников, скажем так, да, на кафедре нас было 3 человека. С тех пор, как я поступила сюда работать, прошло 26 лет. Преподавательская работа, она очень интересная, потому что преподаватель — человек многозадачный. Помимо того, что он дает профессиональные основы знаний своим студентам, он в том числе развивает научно-исследовательскую деятельность в университете. Кроме того, филолог со знанием иностранных языков — это личность еще более многосторонняя, потому что в своей деятельности, помимо того, что он преподает, помимо того, что он руководит научными исследованиями, он еще может заниматься переводческой деятельностью. Преподаватель в целом человек очень увлеченный, он вкладывает в свое дело, в свою душу. И почему я говорю благодарная? Потому что ты видишь, как поступает абитуриент, который, например, совсем не знал этого языка, не знал этого предмета, не имел этих навыков, а на выходе вы получаете целостную, гармоничную личность, которая может с этими знаниями, которые мы даем всей кафедрой, всем университетам, пойти работать уже на рынок труда. Французский язык — это язык большой цивилизации, это язык просвещения, на котором создано огромное количество произведений. То, что я выбрала в своей жизни французский язык, очень сильно обогатило меня. Чтобы работать со студентами, обязательно, конечно же, нужно любить людей, нужно понимать студентов, нужно не забывать, что вы тоже совсем недавно, каких-то 25-30 лет назад сидели на этой же скамье и попытаться вести свои занятия интересно, полезно. К нам поступают ребята, которые любят иностранные языки и иностранные культуры. Им все интересно, они уже имеют всегда какой-то багаж, какой-то уже заранее свой интерес к этой культуре, к этому языку. И с ними очень интересно работать, готовить их к взрослой профессиональной жизни, где иностранные языки будут составлять основу их профессии. В Северо-Восточном федеральном университете состоялся региональный отборочный этап студенческой лиги международного инженерного чемпионата «Кейс-Ин». Мероприятие проводится уже 12-й раз. Традиционно его принимает Северо-Восточный федеральный университет. Да, интересно, что в организации продвижения Кейс-Ин в Якутии участвуют студенты, ранее отличившиеся на чемпионате. И у нас сегодня в гостях студент кафедры недропользования геолого-разведочного факультета Северо-Восточного федерального университета, двукратный финалист Кейс-Ин Аркадий Яковлев и Валентин Егоров, капитан команды победителя Техно-Саха-Тим, пятикурсник кафедры также недропользования геолого-разведочного факультета. Доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, вообще, наверное, вопрос можно вам обоим задать. Почему выбрали в качестве обучения недропользования? Ну, я начну. Меня зовут Аркадий Яковлев. Я являюсь студентом группы нефтегазовой техника и технологии геолого-разведочного факультета, кафедры недропользования. Ну, почему я выбрал это направление? Ну, с детства, где-то в 8-9 классе уже надо было определяться с будущими профессиями, которые мы хотим реализовать. Да? И я выбрал нефтегазовую отрасль, потому что в то время, да и сейчас она кажется довольно перспективной, да, особенно с развитием крупных нефтегазовых проектов на северо-востоке России, да, в частности в нашей республике. Это такие, как «Сила Сибири», да, допустим. И в целом мне казалось, что это направление перспективно, и в будущем я могу там реализовать себя как профессионал. Профессионал. А Валентин? Ну, я тоже учусь в кафедре недропользования, группа НТТ-19. Ну и выбрал, так сказать, по воле судьбы. Не знал точно, куда поступлю. Я хотел вот в самом начале ФТИ, что-то на инженера. Ну и вот прохожу, и там кафедра недропользования стоит, то есть ГРФ. И тут резко вспомнилось момент из детства. Я как раз я читал там книжку «Самые перспективные как бы должности», ну, то есть профессии.
И там был нефтяник, нефть-газ, там прибыльно и в целом перспективно. И вот поэтому я решил выбрать данное направление. Ну, отлично, да? Мы вернемся все-таки к нашему информационному поводу, да, это чемпионат. Да. Да, вот поделитесь опытом участия, да, ведь мы знаем, что вы не в первый раз принимаете участие, да, вообще в чем особенность и почему вот для студентов важно участвовать в подобных состязаниях? Ну, в целом, коротко про Кейсын, да, он проходит 3 этапа. Сначала отборочный, потом полуфинальный и финальный этап в городе Москва в очном варианте. И в целом Кейсын раскрывает студента не только по теоретическим знаниям, да, то есть он требует наличия не только hard skills, да, но и soft skills, да, то есть нужно грамотно решить решение и как бы уделять к решению очень много времени, то есть нужно учиться работать в команде, потому что это командная работа прежде всего. Также грамотно распределять время, и это решение нужно не только решить, да, но и представить, да, то есть рассказать об этом, донести свою мысль. Презентовать, да, то есть перед экспертами, то есть чтобы было понятно в течение 6 минут. То есть это требует определенных навыков, да, определенный целый спектр навыков. Ну и, Валентин, тогда вот какое задание для вас, например, было самым сложным и, допустим, может быть, какое оказалось самым легким? Ну, в этом году тема кейса была про бережливое производство от компании «Ятек». Ну и скажу то, что самое тяжелое это, конечно же, вообще начать. Ну, скорее, вот какое решение для нас более подходит, какое для нас именно более самое выгодное, эффективное. Ну, в кейсе вообще, Кейсыне нету самого верного и самого неправильного решения. И вот, скажу так, в этом году было достаточно неплохо, средне, особых тяжелых моментов не заметил. В этом году я стал вот капитаном, а в прошлом, где мы дошли до финала, я тогда был экономистом. И в этом году мы собрали только 3 человека в команде от 3 до 4. И я как капитан и как экономист выступил. Ну, как бы, что могли дать, что и смогли, и вот выступили, смогли победить, надеюсь, и дальше. Arkadiy, вот вопрос такой, как на правах двукратного финалиста, вероятно, участвовали, да, в подготовке других студентов к этому чемпионату. Как готовили, какие вообще, в принципе, вопросы чаще всего у других студентов возникают? Ну, мы проводили консультации с командами, то есть прежде всего провели общую консультацию, то есть, коротко рассказали о том, как решать кейс, да, чему больше уделять времени, да, как работать в команде, да, распределять роли, да, аналитика, экономиста, капитана, да, как делегировать обязанности. Ну, чаще всего возникали вопросы касательно экономики, экономической части, потому что нужно рассчитать, и чтобы эта сумма должна выглядеть объективно, то есть подходить к реальным производственным показателям. Будучи, не имея опыта работы в крупных производственных объектах, особенно не имея опыта работы с большими цифрами и большими данными, да, это сложно определить, и вот зачастую у студентов бывают вопросы именно по экономической области. Ну, а в целом, Валентин, чем оказался полезен вам вот данный инженерный чемпионат? Ну, я считаю, что данный чемпионат дает вообще студенту и человеку не только личностный рост, то есть умение выступать, работать с большим количеством чисел, вот та же, как говорил Аркадий, та же вот аналитика, со стороны экономики тоже все рассчитывать. Это как бы дает огромный опыт, который в будущем может пригодиться в работе, если ты там, допустим, какую-нибудь ведущую роль возьмешь, то есть там главный в отделе, то у тебя будет как бы легче. Ты можешь уже спокойно распределять как бы задачи своими сотрудниками и так далее. А вот вообще попадание в команду, да, участие в Кейсын, такая история. Мы захотели, команду собрали, подали заявку, или еще какие-то предварительные есть, там, отборочные, да? В отборочном нет, там сделаешь команду, там от 4 человек, а там нужен капитан, технолог, аналитик, экономист. То есть просто заявка подается, и все сразу как бы уже Да, идет и участие. не обязательно с одного факультета, да, то есть можно с других институтов взять, например, с финансово-экономического института или института естественных наук и так далее. Обсуждаются, я так понимаю, кейсы разбираются, такие широкопрофильные, поэтому наоборот даже лучше, да, с других. С разных совершенно с разных направлений ребята, да, соединяют свои знания и опыт, да. А вы уже затронули о том, что вы, получается, завоевали призовое место, да, а далее у вас идет
региональный этап. Да, полуфинал. Полуфинал. Где будет проходить? Дистанционно будет проходить. Там отбирают несколько команд, около 10-14, и после того, как отобрали, уже финал. Ну и хочется сказать то, что вот поступайте в нашу кафедру, так сказать. Я ни разу не пожалел. Вот кафедра недропользования, но очень сильно поддерживает студентов, открывает классы компаний, таких как вот Саханефтегазбыт, Роснефть и Газпром. Ну, Валентин, Аркадий, спасибо за беседу, поделились впечатлениями, вообще, в принципе, рассказали внутрянку, да, вот этого замечательного чемпионата инженерного. Ну и в целом, конечно, это все равно соревновательный момент, и вот я подтвержу, наверное, слова, что соревновательный момент всегда позволяет расти над собой, а в данном случае, наверное, с точки зрения именно профессиональных навыков, которые не то чтобы могут, они обязательно пригодятся уже в дальнейшей профессиональной карьере. Удачи вам, ребята. Вам спасибо. Спасибо. Мы продолжаем нашу традиционную рубрику «Пусть мама придет». 13-летний Аслан живет в Центре содействия семейному воспитанию и хочет обрести свою настоящую семью. Мы очень надеемся, что после нашего сюжета его мечта исполнится. Знакомьтесь, Аслан. Ему 13 лет. Аслан общительный, позитивный и доброжелательный мальчик. С удовольствием участвует в различных мероприятиях. Аслан у нас ребенок очень творческий. Вы сами это видите. Он очень любит заниматься, конструировать. Он много чего сделал. В этом году он начал заниматься рисованием, занялся рисованием. Хотели на футбол, но футбол не получилось. Но так во дворе он бегает, играет в футбол. В школе тоже у нас дела пошли в гору, поведение изменилось. Вырос в этом году наш Аслан, повзрослел, поответственней стал. Он у нас еще очень хорошо поет. Мы в позатом году участвовали в улусном конкурсе, где он занял первое место. Патриотическая песня. Мальчик очень талантливый. Был бы только руководитель. Он был вообще безграничный, был бы уникальный ребенок. Аслан многое умеет, проявляет эрудированность и любознательность. Благодаря открытости легко идет на контакт. Аслан, расскажи, что ты собрал. Я собрал космолет. А ты у нас кем хотел бы стать? Трактористом. Аслан увлекается не только конструированием, но и любит заниматься спортом, предпочитая больше времени проводить на улице. У Аслана много друзей, хорошие отношения с воспитателями и есть одна мечта – жить и воспитываться в семье. А сейчас поговорим еще об одних ребятах, о детишках, но это уже будут новорожденные медвежата, которые совсем недавно наконец-то появились на публике в зоопарке Ортодайду. И совсем недавно Ортодайду совместно с Роснефтью объявили конкурс на лучшие имена для медвежат. Информацию о конкурсе ищите на сайте зоопарка и в официальных аккаунтах в социальных сетях. Ну а мы сейчас с Пашей расскажем, да, какие, например, уже есть варианты. Поступило, говорят, более 300 писем. Люди активно прям хотят как-то назвать медвежат. Ну, это правильно, да. Потому что как без имен-то они будут, тоже не должно так быть. Но вот мне, допустим, нравятся отсылки, это то, что это же как бы двойня медвежат, и отсылки на какие-то художественные произведения, то есть, допустим, Аленушка и Иванушка, Кай и Герда, ну и уже такое более мультипликационное, это Чип и Дейл. Ну, а мне, например, понравились такие варианты, как Колы и Маны. Сначала я не поняла, что это, но потом, конечно же, стало понятно. Колымана, мамочка, становится Колы и Маны. Да. Либо, допустим, Кюнь и Ый, да. То есть, который в переводе означается Луна и Солнце. Ну и такие есть еще варианты, как Айсана и Айтал. Ну, мне кажется, это уже как-то больше... Попроще, мне Попроще, кажется. Да. Ну, Ботур и Ко. Почему бы нет, да? То есть богатырь и красавица. Да, тоже на какой-то эпос отсылка. Это, ну, вот, именно нравится отсылка на какие-то вот... Ну, да, необходимо сохранить вещи. Колорит все-таки. Ну да, почему бы и нет. Медвежата наши, значит, имена должны быть наши. Согласен, да. Ну и тем более, что в
в якутском, ну, во всей вот культуре много же вещей, опять же, из разряда сказок, и я думаю, там можно что-то вот найти такое сдвоенное Да. и вот назвать именно таким образом. Ну, я думаю, совсем скоро мы уже узнаем, как назовут медвежат. И, конечно, самое главное сейчас просто, чтобы они были здоровенькими, росли на радость всем жителям республики. Но, кстати говоря, По все могут... характеру, кстати, тоже говорят, они разные. Девочка такая игривая, немножко такая, а мальчик, он к маме. Предлагаем посетить, да, зоопарк Тайту и воочию убедиться в том, насколько они вот разные пока. Да, ну а сегодня четверг, а что в четверг? В четверг то, ради чего я вообще прихожу в эту студию, это, конечно, день кинопремьер. И сейчас в нашей киноафише мы узнаем, что в выходные уже можно на большом экране посмотреть. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Первый якутский комедийный хоррор «Аббас Хаус». По сюжету пара в преддверии свадьбы сталкивается с крупной проблемой – отказом шафера в последний момент. В отчаянии парень обращается к своему эксцентричному другу Илье. Вместе они решают организовать незабываемый мальчишник. Но планы идут наперекосяк, когда они арендуют загородный дом для вечеринки. Начинается настоящее безумие, и они оказываются в серьезной переделке. В фильме можно заметить отсылки ко многим известным якутским фильмам, таким как «Агент Мамба», «Тропа смерти», «Нахара». Картина снята наподобие фильма «Очень страшное кино». Герои как будто находятся в одной вселенной всех этих фильмов. Также можно заметить схожие моменты с фильмами «Мальчишник в Вегасе» и «Ведьма из Блэр». Все мы сталкивались с чем-то неведомым. Также смотрите продолжение франшизы «Охотники за привидениями». Здесь же вам неплохо заплатят. На этот раз фильм выйдет под заголовком «Леденящий ужас». Семья Шпенглеров объединится с первыми охотниками, чтобы предотвратить ледниковый период. Герои переместятся в место, где все начиналось – в пожарную часть Нью-Йорка. Пожилые члены команды возьмут новичков под свое крыло и познакомят с различными монстрами. Это первый фильм, созданный без участия Айвана Райтмана. Он снял первые 2 части и продюсировал последующие картины вплоть до своей смерти. Режиссером нового фильма стал Гил Кинан, известный по фильму «Дом монстр». Охотники за привидениями. Леденящий ужас. Класс. О, я тебя ударил. Ты как? Главный герой фильма «Дом у дороги» Далтон, бывший знаменитый боец, а ныне бродяга, ночующий в машине. Ведь денег, которые он зарабатывает на подпольных боях, хватает разве что на бензин. Но однажды его таланты замечает хозяйка бара «Дом у дороги» в штате Флорида. Предлагает Далтону должность вышибалы, чтобы тот мог справиться с бесконечным потоком особо буйных посетителей. Уже в свой первый рабочий день герою предстоит разобраться с бандой байкеров, с чем у него, конечно же, не возникает никаких проблем. Впрочем, шайку прикрывают куда более опасный преступный синдикат, у которого есть большие планы на бар и всю прочую недвижимость на побережье. Привыкший сдерживать свои эмоции боец разозлился не на шутку, что вынуждает его пойти на самые крайние меры. Люди здесь какие-то агрессивные. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Доброе утро. Коротко о самых заметных событиях к этому часу.
Сбербанк снова вносит изменения в условия выдачи льготной ипотеки. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. Цитата: «Отменяются требования субсидирования льготных ипотечных программ со стороны застройщиков для зарплатных клиентов Сбера, а также застройщиков, которые находятся на проектном финансировании банка», говорится в сообщении. Изменения вступят в силу с 28 марта и 4 апреля соответственно. Как отмечается, при этом девелоперы по-прежнему могут применять субсидирование для снижения ставки клиента. Налог на доходы физических лиц для несовершеннолетних россиян, которые устраиваются на работу по линии движения первых и студотрядов, предлагается отменить. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. По словам депутата, такая инициатива уже реализована в Кемеровской области. Также он отметил, что число вакансий для подростков в России выросло на 300-400% после упрощения правил их трудоустройства. А 90% представителей этой категории граждан хотят подрабатывать летом, чтобы заработать свои первые деньги. Маломерные суда впервые начнут использовать для завоза продуктов в Янскую группу районов Якутии. Это позволит обеспечить доставку продовольственных товаров в самые отдаленные поселения. В этом году компании планируют впервые использовать маломерные суда на реке Яне. В начале арктической навигации такое судно погрузят на морской сухогруз и доставят до Нижнеянска. Оттуда оно уже своим ходом дойдет до Усть-Куйги, где уже работает торгово-логистический центр. Впервые в Якутске стартовал кубок по гонкам дронов среди школьников и студентов. Например, в школе номер 39 участники состязались в индивидуальных и командных соревнованиях в количестве 37 человек. Само соревнование проходило по двум дисциплинам. Первое – это техническая симуляция полета, второе – гонки на дронах размером 75 мм. Это маленькие дроны, которые используют исключительно для гонок из-за своей маневренности. Основной критерий оценивания результатов – это время с момента старта дрона до конца трассы. Сегодня подали заявку 15 образовательных организаций, из них 9 школ, ну и 6 вузов-СУЗов. Участвует 37 спортсменов, и данное мероприятие у нас является первым официальным в этом году и входит в единый календарный план Министерства спорта Якутии. Белые медвежата-близнецы впервые вышли на свежий воздух в зоопарке Ортудайду. Напомню, в декабре прошлого года стало известно, что пара белых медведей Коломана и Ломоносов вывела потомство 2 белоснежных малышей. Несколько месяцев они находились вместе с мамой в закрытом вольере, и сотрудники зоопарка могли наблюдать за семейством только по видеокамерам. Но с потеплением на улице медвежата вместе с мамой совершили свою первую вылазку. Как оказалось, близнецы разнополые, мальчик и девочка. Удалось также установить и дату их рождения 4 декабря, то есть им сейчас почти 4 месяца. Малыши весят более 10 килограмм каждый и ежедневно прибавляют в весе за счет питательного молока матери. Также они уже начали пробовать твердую пищу, которой питается сама мать. Осталось самое важное – придумать им имена. Значит, мы подготовили конкурс совместно с опекуном белых медведей, с компанией «Роснефть», конкурс имен. И уже ВКонтакте зоопарка выложили на странице, да, как необходимо отправлять, на какой адрес электронной почты необходимо отправлять свои предложения. И очень просим, чтобы именно предложения, имена для медвежат писали в теме письма. Ну, это для облегчения работы, да. То есть мы открываем ящик, сразу видим предложение, и тогда вести нам учет и запись легче. Поэтому такая просьба в теме письма указывать имена. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Ну а сегодня состоится второй конкурс «Битва журналистов и блогеров Якутии». Первый такой прошел в 2020 году. Проводится он в целях развития масс-медиа Якутии, повышения социальной активности, мастерства ведущих журналистов и блогеров. Ну и, конечно же, куда без этого, для обмена опытом. Сегодня мы пригласили организатора конкурса, главного редактора сайта ekt-inform.ru Игоря Савинова и ведущего конкурса журналиста, специального корреспондента ЕСИА Николая Борисова. Доброе утро. Доброе утро. Рады вас видеть. Ну и сразу с корабля на бал, как первый конкурс в 2020 году прошел. Давайте небольшую ретроспективу такую сделаем. На первом конкурсе было только 2 команды, соответственно, журналистов и блогеров. Прошел, на удивление, очень хорошо, хотя в первый раз, блинком не получился. Но я думаю, все вот конкурсы, связанные, в которых участвуют творческие люди, они проходят интересно.
не могут получиться комом. Да. А какие вообще цели преследует этот конкурс, да? То есть и вообще в целом вот битва, да, журналистов? Это вот прям битва? Прям на лед, на озеро выйдут. Или все-таки это больше про обмен опытом? Ну, у нас творческая профессия, поэтому она более в таком плане проходит, да, в креативной, скажем так, сфере, да. Обычно проходит как в теплой дружеской атмосфере, обычно про такое говорят, потому что сферы смежные. В принципе, мы тогда Игорь задался вопросом, в чем разница-то между журналистом и блогером. Ну и захотели выяснить, кто покруче, кто... В первом конкурсе выяснили? Да. Или до сих пор? Ну, тогда выиграли блогеры. Блогеры выиграли? Блогеры. А в итоге второй-то вопрос ответили, что в чем разница журналистов и блогеров? Ну, получается, что блогеры покруче. Блогеры покруче. И очень интересно. Ну, я пошел. То есть, вот вы сказали, более дружеская обстановка, да, но поговорим о программе, да, битвы. Все-таки какие-то определенные есть дисциплины, задания. Вот как проходило? Да. Ну, на самом деле, когда мы вот думали над разными конкурсами, да, чтобы не скатиться в какой-нибудь там, знаете, аншлаг, там вот это вот все, и решили что-то более такое на эрудицию, на способность выйти, потому что журналисты, блогеры там часто попадают в различные ситуации, в которых нужно очень быстро реагировать. И мы старались, чтобы человек на импровизацию шел и показал, ну, как он подготовлен, общую эрудицию. Ну, можно пример привести. Да. Мы даже можем рассказать, на этом конкурсе будет такое задание, будет картинка, ну, там какая-то ситуация, на ней будет изображена или известные люди. И каждая команда вот по очереди, по 5 человек встают и должны будут сделать репортаж на эту тему. То есть без подготовки. Да. И творческий человек все-таки должен соображать. Сориентироваться в обстановке и профессионально. Вы выдадите, как говорится, с колес, да, информацию. Да. И, кстати, уникальность этого конкурса, что у нас политики будут. Вот. Да, такого конкурса, наверное, в России еще не проводили. То есть журналистов, блогеров показалось мало, надо бы добавить туда такую перчинку, да, так сказать, еще и политиков-блогеров. Да. А они у нас есть? Они есть, вы не заметили, да, вот с развитием масс-медиа, как бы каждый уважающий себя ведет, да, свой канал, там что-то, блог. Потому что это же бренд, политика, особенно... Но они, то есть тут такой вопрос, они политики, блогеры, но тем не менее это как отдельная команда будет. Вот да. Почему их решили отдельной командой вывести, допустим, не кинуть в кучу блогеров? Они просто не работают журналистами. Ну и блогерами тоже сейчас зарабатывать на этом сложновато, мне кажется. Просто политик — это такая отдельная категория граждан, да, который... Ну, как ни крути, они отделяются от обычных, скажем, жителей, от граждан. Да. У нас же звезды вот натуральные есть, вот блогосферы республики. Барбуев, Спиридон, да? Надеюсь, его уже, наверное, половина республики знает. Потом Павел Ксенофонтов, Байбал. Я бы вообще пригласил фейковые аккаунты наши. Но они фейк, да. Но они анонимные, поэтому с этим сложно. Надо их разыскать. Ну вот, кстати, сказали фразу, да, что они как бы и не журналисты, и не блогеры, да, политики, блогеры, но тем не менее те же самые задания они будут выполнять. Да, абсолютно точно так же. Посмотрим. Мне кажется, это будет очень интересно посмотреть. Немножко даже, наверное, порой будут и забавные какие-то моменты происходить. Да? А где-то это посмотреть можно? Прямой эфир будет? Да, на телеканале YouTube. Он пока не запрещен, Сахамедиа. Да. Это одним днем будет каким-то? Да, сегодня в 11 часов. Еще вот насчет целей конкурса я мог бы продолжить. У нас же бурно, можно сказать, развиваются креативные индустрии и креативная экономика в республике. А мало кто знает, журналистика и блогерство относятся к креативной сфере, креативной экономике. Это первое. Ну а второе, вот вообще я думал, да, размышлял над целями нашими, задачами. Творчество, я считаю, вообще сделало из обезьяны человека. Не труд все-таки? Это первое, да. Это первое, да. Ну, какой-то фантазийно развитый человек увидел камень, да, и наверное, напридумывал, что можно его стесать, потом использовать его в каких-то бытовых целях, да. А вот и второй момент. У нас республика очень политизированная, да? Люди следят за политикой. Вот, кстати, вот поэтому политики и блогеры как бы к месту, да, на этом конкурсе.
сидят за политикой, живо обсуждают там вот в комментариях, прямо жить без этого не могут. И поэтому, мне кажется, вот именно... Настало время показать Да, весь прекрас. креативная индустрия у нас поэтому бурно развивается с одной стороны, но с другой стороны вот мы должны подталкивать этот процесс К дальнейшему А развитию. сколько участников вообще? Насколько масштабно это мероприятие? Ну, у нас, простите, у нас команды, 3 команды, журналисты, блогеры и политики. А в команде сколько человек? По 5 человек. По 5 человек. человек. Ну и также там присутствует жюри, которые также активно участвуют в конкурсе. И сегодня все это мы можем увидеть в 11:00, начать смотреть на YouTube и на Сахамедиа. Ну, на YouTube-канале Сахамедиа. На YouTube-канале Сахамедиа. Игорь, Николай, спасибо большое. Пусть сегодня все пройдет классно, и самое главное, зрителей побольше будет, и дальше индустрия будет развиваться. Спасибо. Ну а мы готовы подвести итоги нашей викторины, связанной с играми «Дети Азии». Вопрос звучал так. Назовите общее количество участников за все время проведения игр «Дети Азии». И правильный ответ, дорогие наши телезрители, более 15 тысяч человек. Ну, то есть плюс-минус, если написали 15, там 101 или 15 тысяч 50 человек. То есть мы выбирали, подбирали, редакция следила за правильными ответами. И победитель нашей утренней викторины – это наша подписчица Ольга. Да. С вами обязательно свяжется наша редакция. Поздравляем! Вот. Ну а мы на этой позитивной ноте с вами прощаемся. Желаем хорошего, отличного дня. Завтра уже пятница. Рабочая неделя, пятидневка заканчивается. Но не расслабляемся. И сегодняшний день, еще завтрашний, до выходных надо оттрудиться. Доброго всем утра. Увидимся завтра.